Так, уважаемые друзья, приветствуем вас. Сейчас мы находимся у Андрея Стрельца. Здесь у нас проходит посевная, да, картофеля. Да. И вот сейчас вот тот гумус, который мы столько раз обсуждали, вот про это расскажи, про посевную, пожалуйста. Это идет посадка 36 гектар картофеля. Это сажалка гримовская, идет заправка картофелем, насеменным материалом, и будет вноситься непосредственно в землю. Гумус мы вносим тонну на 1 гектар. Рекомендуемый способ внесения непосредственно под гряду. Ну, это с помощью установки, да? Да, с помощью установки. Вот стоит бачок, в который засыпается гумус и вносит непосредственно в почву. Так, еще что здесь можно добавить? Добавить оптимальные сроки, нужно успеть все. И нужное количество гумуса дать именно при посадке. Как эта операция называется? Это уже посадка идет. Это уже посадка, да? Вот расскажи. Это вот гребневая посадка. Идет расход 3 тонны на гектар. Семена крупные, фракция от 4,5. Глубина посадки 12-15 сантиметров, высота гребня 17 сантиметров. Между клубнями расстояние 15 сантиметров. То есть вот он весь вот выдержан, все нормально. Да, это точная сажалка, она точно работает, немецкая техника. Вот мы и влагу видим, да, как бы она снаружи, казалось бы, такое сухая, да, но вот где картошка лежит у нас глубина, да, влага есть, да? Влага есть. После этого, после всходов начнется культивация. Культиватор, и он будет поднимать гребень. Все. То есть вот уже современной техникой. Это современная техника. Тут видите очень ровные ряды. Хотя земля очень мягкая, а ряды очень ровные. Это ускоряет и улучшает качество готовой продукции. Заезжать на рядок проще. Ну, современная техника, современные технологии, соответственно, должны дать результаты. Это именно так. Так, Андрей, вот что сейчас, вот что за техника едет, что за, как называется, что он за процесс идет сейчас? Сейчас идет посевная обработка почвы. Это идет трактор с фрезой, доминатор ее называют. Она мельчит почву, и идет второй трактор, прикатывает ее и разбивает почву. Прикатывает. Да, это фактически это он делает, влагу сохраняет, да? Это влагосбережение называется. Ну, предпосевная обработка семян, прикрытие влаги. Это делается перед посадкой, вот, чтобы сохранить накопившуюся влагу осенне-весеннюю, осеннюю влагу. Получается, вот эту землю когда заготовили? Весной, осенью? Это спашка была осенняя, после этого идет задержка влаги и фрезерование. Так, вот видите, смотри. Зеленое поле, сорняки проклюнулись, мы их должны уничтожить механически. Понятно. Вот поле получается вот таким. Вот оно должно быть вот таким, да, после того, как пройдет второй, да, который прикатывает. Да, прикатывает. Ну, вон вороны летают, это о чем свидетельствует? Это свидетельствует о том, что в почве есть черви дождевые. Вот здесь вы же только начали вносить, да, вот этот биогумус. Ты сказал о своей практике на севере, где у тебя земля какая вот цвета, говоришь? У нас она красного цвета, красно-черная, потому что гумус уже мы с 2012 года вносим. В прошлом году вносилось 10 тонн, и в этом году еще 20 тонн на это поле внесется. И, конечно, вот этот цвет поля, цвет он почвы постепенно изменится, будет меняться. Хорошо, спасибо.